эфире программа «Тема дня» на ЮА Крым, в студии Георгий Спасопокотский. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о дне крымско-татарского флага. Наш гость Синевер Кадыров, общественный деятель и правозащитник. Здравствуйте. Ну и, собственно, с праздником. Спасибо. Потому что, флаг это очень важно. Это абстракция, но ради абстракции, бывает, начинаются войны. В честь Дня крымско-татарского национального флага сегодня в Киеве состоится ряд мероприятий. Впервые флаг был поднят национальным съездом крымских татар в 1917 году после февральской революции в России, а 30 июня 1991 года этот флаг был повторно принят в качестве национального. В этот день в Симферополе начал деятельность второй Курултай крымско-татарского народа, который состоялся через 74 года после первого Курултая, который проходил в 1918 году в Бахчисарае. С началом оккупации России, украинского Крыма и усилением репрессий в отношении коренного населения полуострова, главное мероприятие Дня крымско-татарского флага проходят на материковой Украине, в частности в Киеве, силами крымско-татарских общественных организаций при поддержке координации Меджлиса крымско-татарского народа. Собственно говоря, о флаге. Вот крымско-татарский флаг и украинский флаг желто-синий, они имеют общие такие, даже не только в цветовом вопросе много общего, но и в плане истории. Точно так же украинский флаг был поднят в начале 20 века, потом всячески пытались этот флаг придать забвению. Были моменты заигрывания со стороны советской власти, как с крымско-татарским народом, так и с украинским. То есть были какие-то культурные права и так далее, но все закончилось весьма печально, закончилось репрессиями, чистками и расстрелами. И вот вновь в 1991 году оба флага опять появляются. Да? Что для вас флаг? Вы ведь, кстати, вы практически последний советский политзаключенный. Да, советский, да. Ну, что для меня национальный флаг? Ну, собственно говоря, это символ моего народа. Это его история, это его, будем говорить, честь, достоинство. И когда вы проводили аналогии между украинским флагом и крымско-татарским, нужно говорить и, наверное, о цветовой гамме, которая как бы повторяется. Если там желто-блакитный, то у нас он блакитный, на блакитном фоне золотая геройская тамга. Но опять-таки цвет золотой, да, желтый, золотой из этого ряда. Я думаю, эта цветовая гамма как раз-таки уходит в глубокое прошлое, в историческое прошлое, еще в тот период, когда, в общем-то, это было у нас до ислама, наверное, у украинцев до христианских времен. Это, в общем-то, связано с тенгрианством, с неба, сыны неба и так далее. Собственно говоря, это, кстати, символ и династии Гореев, которые, между прочим, так на минуточку, ведут свой род от Золотой Орды. И, собственно говоря, им еще при Петре Первом в Крым возили дань из Москвы, не правда ли? Я думаю, что даже этот момент, как в советские времена, да, собственно говоря, так и сейчас, весьма раздражает и этот флаг, и этот символ. Хотя, в оккупированном Крыму, как бы он, в отличие от Меджлиса, не является официально запрещенным. Но, тем не менее, есть моменты, когда ребята выходят с крымско-татарским флагом, и их пакуют. Вот если коснуться истории, то, что раздражает, когда они говорят в отношении Украины, Россия без Украины не может быть империей, так вот, присутствие крымско-татарского факта их также лишает имперскости, поскольку они ведь претендовали на что? На правопреемство Золотой Орды. А правопреемник золотоордынских ханов – это общепризнанные гераи, да, это династия гераев, чингизиды по происхождению. И поэтому, конечно, это не может их не раздражать.
И что касается с тем, как вот в течение этих 3 лет на полуострове проходят эти дни, если еще первый год, собственно говоря, они как бы, в отношении флага не было конкретных действий, не был даже, скажем так, запрещено проводить 18 мая. Это в 2014 году. Это уже в 2015 году они запретят. 2014 год они старались изменить формат. Они его они существенно его изменили, запретили проводить на площади, предоставили другую территорию. А вот уже с 2015 года уже даже в отношении флага они как бы себя ведут иначе, поскольку они прекрасно понимают значимость флага и что за символ это для каждого народа. Ведь они иначе преподносят историю Крыма. В их представлении Крым – это российский, и скрепы русского народа связаны с Крымом. Ну да, как же. С одной стороны, смотрите, как интересно. Касается... Тут Орда, а тут скрепность-то когда... в чем? Опять же, Византия, вот хочется и туда, собственно, этот двуглавый орел. Двуглавый орел – это, кстати, как раз-таки с Золотой Ордой. Между прочим, кстати, да. Да, это не с Византией. Другое дело, они и тот период искажают. Там, о каких скрепах может быть речь? Если вообще-то углубиться, да, от того, что киевский князь был в Херсонесе, это еще ни о чем не говорит. Христианство принимали в Киеве, а не там. Что ж тут подрывать-то скрепы. Ладно, продолжим. Да. Будем подрывать. Это символ, крымско-татарский флаг, это символ, за который и кровь проливалась, и, в общем-то, пытались его стереть даже из сознания крымских татар, которых депортировали в Узбекистан и не только. Более того, вот сейчас продолжается разбирательство в Международном суде ООН. Речь идет о правах крымских татар, правах в том числе на собственный язык. Хотя вот с другой стороны, опять же, российская сторона говорит, да нет, смотрите, пожалуйста, вот мы в школах местами преподают, но тем не менее. С украинским языком, с украинским флагом, с украинской историей тоже происходило то же самое, поэтому очень много общего. Как обстоят дела сейчас в Крыму? Вот, например, состояние дел с крымско-татарским языком. А много ли среди молодежи его носителей? Но, в принципе, вы знаете, согласно заключению экспертов ЮНЕСКО, к нашему глубокому сожалению, наш язык внесен в категорию языков исчезающих. И поэтому даже те потуги, которые предпринимались в условиях уже независимой Украины для возрождения языка, этого было недостаточно. Скажем так, насчет этих потуг, я откровенно скажу, не столько помогали, сколько не мешали. Как-то не сами мешали исчезать, да? Да, исчезать языку. А просто уже с периодом колонизации, новой, оккупации Крыма, режим просто ужесточился. Они как бы начали использовать новую вот эту вот. Они ее немножко модернизировали, наверное, вот эту советскую идеологию, да, интернационализма и так далее. Вот, кстати, сейчас она звучит, знаете как, вот сегодня буквально с утра читал на российских сайтах, а что крымским татарам не дают-то? Да крымские татары, там в школе, собрали, да желающих не нашлось, чтобы перевести на крымско-татарский язык. А все ведь почему? Чтобы получить образование, чтобы работать, например, в России. Крымско-татарский-то не нужен, нужен русский язык. Но почему-то именно работает в России, да? Крымские татары с почему России, в России, например? Да, с России, даже те, вот которые жили в России в период, когда было запрещено возвращаться в Крым, даже они, в общем-то, с удовольствием возвращались на родину
предков в Крым. И им Не- запрещали да. возвращаться на родину Однозначно предков их в Крым? удерживали, насильно удерживали в местах депортации. Более того, в частности, я родился в Узбекистане и жил, там, вот там использовали кнут и пряник, где пряником было то, что они готовы были нам там создать автономную республику. Но ведь не создали. Нет, они ее начали создавать, мы не приняли это. Мы не приняли, народ не принял. Народ всячески саботировал это. Более того, такой яркий пример, когда это уже достигло достаточно такого напряжения в обществе, это 83-й год, когда выпускников Тавтлита, а это был факультет подготовки преподавателей крымско-татарского языка и литературы, всю группу направляли в Мубарек, вот та зона, которая предполагалась под автономию, там уже, собственно говоря, и что бы ни создавалось, нарекались именами выдающихся крымских татар. Будь то это совхозы, будь то это улицы, поселки. Слушайте, это мне напоминает еврейский автономный округ в И Хабаровском более крае. того, вы представьте, для советского периода, да, когда, собственно говоря, люди стоят в очередях по много лет, полжизни уходят для того, чтобы получить квартиру или еще что-то. А здесь студенты, выпускники, им дают диплом, при условии едут туда, ключ от дома, и собственного дома, в котором югославская мебель. Где югославская, где румынская, но, как говорится, полный фарш. И они столкнулись с недопониманием с нашей стороны в их представлении. Когда молодежь начала отказываться, они, в общем-то, как можно отказаться, да? Тебе дают то, что другим и не снилось. Более того, если другие захотят, то это целую жизнь придется положить, да, работать, чтобы достичь этих успехов в части обладания собственным домом, там, я не знаю, еще заработные платы, а там это уже была зона. В Советском Союзе это же были по зонам. Север и крайний юг, они имели некие коэффициенты. Там как раз-таки присутствовали эти коэффициенты в части заработной платы. И вот когда студенты, вернее, выпускники уже отказались от дипломов, они сказали, мы не едем, даже если вы не дадите нам дипломы. И вот здесь вот для них это, в общем-то, было что-то непонятное. И здесь начала ломаться сама вот эта вот идея реализации крымско-татарской автономии в Узбекистане. Ну вот о ломке стереотипов сейчас в Украине обсуждается вопрос, да и не просто обсуждается, работает группа по созданию изменений в Конституцию для того, чтобы создать, изменений. Да, для того, чтобы создать крымско-татарскую национальную автономию, потому что крымские татары по тем общепринятым документам ООН, они именно имеют право на такую национальную автономию. Давайте будем ни в говорить Узбекистане, ни в Казани, а именно в Крыму. И дело даже не в том, что имеем ли мы право в соответствии... Это чисто юридический вопрос. Вот чисто юридически. До 1944 года в Крыму была автономия, крымская автономия с... элементами. На этом, в общем-то, играли. Она якобы называлась не крымско-татарская. Хорошо, господа, давайте обратимся к другим. Да? Символ, флаг был, красный флаг, как у всех, со звездой. А до перехода на латиницу, а потом на кириллицу, надпись даже была арабикой. Более того, Конституция Крымской автономной республики, Советской Республики, она была на двух языках. На крымско-татарском и на русском. Как, впрочем, и все, даже республики.
А что еще говорила? И потом, если вспомнить идеологию тех лет, ведь с развалом империи, как тогда говорили, да, народы обрели свободы. Речь шла о народах, о коренных народах. Не просто так тогда отдельные, скажем, процессы именовали, да, коренизации или, скажем, татаризации. Украинизации, черт возьми, да? Оно же не само по себе было, оно с привязкой, в общем-то, к территории. Но это было и так далее. заигрывание, на самом деле, как потом Но это уже история другой, показала. это другой вопрос. Так можно сказать, это было заигрывание со всеми народами, которые обрели тогда свою государственность, да, после падения Российской империи. Украинцы — это была Украинская республика, Советская социалистическая республика. Они в разные периоды по-разному, да, территории были разные. Если на Кавказе там федерация сначала была, потом, собственно говоря, уже отдельные республики, но факт остается фактом. Это были государственные образования коренных народов, населяющих бывшую территорию СССР. Российской империи. А? Российской империи. Да. Ну, уже я имею в виду вот бывший СССР, это вот эту территорию я беру. И поэтому говорить, что, собственно, да, это не то, что заигрывание было. Им нужно было время выиграть, потому как восстановление империи шло несколько уже в новом формате, опираясь на ту новую идеологию. Ведь в принципе шел процесс создания нового этноса, называемого Советский Союз. Советский человек, народ. Поэтому здесь шел процесс немножко даже более тонкий. Ведь процесс объединения, он был не новый для большевиков. К этому времени уже были теории в Западной Европе. Вы вспомните, это сегодняшний Европейский Союз, это ведь и теория не сегодняшняя. Она еще та, где и, Ну, знаете, говоря, еще Троцкий мечтал о Соединенных Штатах Европы. Поэтому ничего. Тогда только все тоже уперлось в язык. Каждый схватился за язык. Они не приняли эту идею через опасение потери своей идентичности. Да? Вот. Язык. Потеря языка их всех страшила. Очень интересная штука. Левада-центр опросил россиян, кого они считают на данный момент самым выдающимся российским деятелем всех, так сказать, времен и народов. И кто же на 2% опередил даже Путина? Сталин. В этом контексте ваши прогнозы, какая судьба ждет многострадательный крымско-татарский народ? Ну, в принципе, они не отступают от своей программы по ассимиляции моего народа. И при отсутствии крымских татар, собственно говоря, проблема Крыма в их представлении разрешается раз и навсегда, поскольку здесь они уже рассчитывают на некие исторические моменты, которые Крым связывают сугубо с Россией, ни с какой-либо другой территорией. С другой стороны, идет и какое-то локальное заигрывание с теми крымскими татарами, которые... А почему они должны, собственно, уезжать из Крыма? Время да? нужно, Но это все уже да? было, да? Да. А что им делать, которые остаются на территории оккупированного Крыма? Ведь исторический опыт очень печальный. Как раз-таки наша задача, имеется в виду задача головного органа крымско-татарского народа, представляющего его, это Меджлис и вообще национального движения крымских татар,
в этих условиях, чтобы народ сохранился, чтобы народ не исчез, не ассимилировался. А это можно только в процессе борьбы. Ну вот Да. Меджлис уже персона нон-грата в Крыму оккупирован. Не персона нон-грата, он просто признан как экстремистский и запрещено упоминание. Но крымско-татарский народ имеет долгий опыт борьбы, и поэтому будут меняться форматы, и в зависимости от ситуации на том или ином историческом этапе будут вырабатываться соответствующие методы борьбы. Ну что же, борьба, собственно говоря, ценно то, за что борешься. А вам пожелаю победы. В студии работал Георгий Спасокукоцкий. В гостях у нас был общественный деятель и правозащитник Сенвер Кадыров. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ЮА Крым. В Фейсбуке через минуту смотрите новости. Не переключайтесь.